Музыку из национального спектакля «Алтын Бешик» исполняет ансамбль крымско-татарских народных инструментов при университете имени Февзи Якубова. А ученицы школы имени Алиме Абдынановой подготовили юмористическую сценку. Чапыш да, якалмаш. Еріні жамыр япмаш. В такой позитивной обстановке День крымско-татарской письменности отмечают в библиотеке Гаспринского уже 10 лет. На полках старинные образцы национального письма. У нас почти 54 тысячи книг хранится. Большая часть из них – это издания довоенного периода. Здесь можно увидеть крымско-татарскую письменность, которая написана арабской вязью. Именно ее от первого и до последнего номера использовали в знаменитой газете «Тырджиман». За последние 100 лет крымско-татарская письменная система менялась трижды. В 20-х годах прошлого века Советский Союз начал процесс латинизации. По этому поводу в Баку провели первый всесоюзный тюркологический съезд. Через 2 года после этого съезда, это в 1928 году, в Симферополе прошла Всекрымская конференция нового алфавита. Тогда было принято решение о переходе крымско-татарской письменности на латинскую графику. Ее наш народ использовал всего лишь 10 лет, пока Советский Союз не принял новое решение. Все народы под флагом Советского Союза, под лозунгом «Пролетарии всех стран, объединяйтесь», все-таки стоит объединить под кириллографической такой графикой. И поэтому в 1939 году крымско-татарский язык, он тоже перешел на кириллическую графику. Несмотря на недолгую историю латиницы, ее успели внедрить даже в образовании. Например, это учебник по математике. Но возвращаться к такой графике бессмысленно, считает профессор кафедры крымско-татарской филологии в КФУ Лемара Селендили. С 1939 года по настоящее время издано очень много литературы. И в ближайшее время никто не будет тратить такие деньги, чтобы переиздавать это вновь, чтобы разрабатывать новые методики. На данном этапе нам нужно сохранить то, что мы имеем, и развивать ту систему языка, которая уже заложена. Именно над этим сегодня работают крымско-татарские активисты. Диляра Якубова презентовала артбук «Свадьба. Преддверие любви». В книге рассказываются традиции сватовства и свадьбы. Это новая семья будущей невесты. Мы показываем, что она еще скрыта, она в контурах. Ее еще не знают до конца, и только тогда, когда союз уже станет прочным, поймут, из какого дома взяли там невесту. Издание планирует подарить 15 лучшим библиотекам страны. В Совете крымских татар при главе республики рассматривают создание комитета по стандартизации крымско-татарского языка. Это позволит максимально сохранить народный колорит и нормировать язык всех средств массовой информации. У нас есть своя классическая история классического крымско-татарского языка. Нам нужно поднимать пласт языка, нам нужно бороться с варваризмами, со словами, которые вытесняют из нашего языка то небольшое богатство, которое мы сохранили, то, что мы смогли. Сегодня крымско-татарский язык – один из государственных языков республики. Его на уровне родного языка изучают школьники и студенты, а в детских садах работают билингвальные группы. Родной язык – неотъемлемая часть культуры нашего народа, и пока мы на нем говорим, он жив. Фатиме Сейдометова, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет».